Продолжая жилищно-коммунальную тему, жители столицы по-прежнему утопают в нечистотах, которые незаконно сливают в неприспособленные для этого люки, а порой даже просто на землю. Штрафы и предупреждения ни на кого уже не действуют. Государственный комитет по ценовой политике республики по согласованию с компанией «Водоканал» принял решение, которое, как планируется, поможет решить эту проблему. С 1 июля этого года будут отменены тарифы на прием сточных вод на сливной станции в Якутске. Насколько эта мера сократит число несанкционированных сливов в черте города, как решить эту проблему и почему городской коллектор не справляется с объемами загрязнения. В проблеме разбиралась Ульяна Шагина. Поселок геологов. Жители этого дома по адресу Билибина, 28, несколько лет подряд задыхаются от зловоний. А все дело в том, что позади их дома на небольшом пустыре у водоема находится канализационный люк, который облюбовали водители фекалок. И окна не могли открывать. Запах стоял на весь поселок. Целую ночь ездят, сливают, бесполезно. Проблема решена весьма необычным способом. С недавних пор, а точнее с февраля месяца, люк придавлен кузовом от старой машины. Насколько эта мера действенна, покажет время. Но жители рады и этому. Между тем, такие люки есть и во многих районах города. На Гемеине, 17-м квартале, Мархе. Водители не доезжают до официальной сливной станции, предпочитая выливать нечистоты в канализационные люки или того хуже, близлежащие водоемы. В связи с чем городской канализационный коллектор, который находится в ведении водоканала, просто-напросто не справляется с объемами загрязнений. Проблема началась где-то года 3 назад. Мы выходили из ситуации простой очисткой механической, но вот последние 2 года уже проблема стала очень серьезной. Сегодня работники водоканала все очистные работы проводят вручную. В скором времени ситуация должна поменяться. Компания закупила новую, более мощную каналопромывочную спецтехнику, которая в разы должна облегчить работу специалистов. Специальным приспособлением типа кошка, и есть еще дополнительные у нас механизмы, которые убирают, получается, песок из трубы. Сегодня в городе имеется всего 2 коллектора, которые полностью берут на себя работу по сборке сточных вод. В этом году планируется капремонт коллектора номер 2, которая сейчас находится в аварийном состоянии, а также строительство 3-го и дополнительной насосной станции. Коллектор стал волнообразным, сваи выперли, где-то наоборот опустились, и в итоге в этих приямках накопился ил, песок, подготовлено техзадание, и после того, как будут завершены проектные работы, тогда будет известна сама сумма. Прогнозно это где-то около 200 миллионов будет. Отметим, что проблемы с загрязнением коллектора водоканал испытывает давно. Причина кроется не только в износе труб и размыве грунтов из-за активной застройки южной части города. Свою лепту в загрязнение канала вносят и ассенизаторские машины, которые в погоне за выгодой не хотят ездить на городскую сливную станцию и сливают отходы в канализационные колодцы. В связи с чем в компании началась серьезная работа по борьбе с нарушителями. Здесь мы попытались установить пункт наблюдения для того, чтобы пресекать несанкционированные сливы. Вагончик простоял буквально сутки. И в ночь на 27 февраля его просто сожгли. Сегодня штраф за слив в неположенном месте составляет 1000 рублей. Низкая административная ответственность также усугубляет ситуацию. Водителям выгоднее заплатить штраф, чем нести убытки за ГСМ и оплачивать за каждый кубометр слива. Здесь надо будет выходить законодательной инициативой на федеральный уровень с тем, чтобы штрафы были высокие, чтобы они начинались от не менее 50 тысяч рублей на физическое лицо и более 100 тысяч рублей на юридическое лицо. Городское предприятие «Водоканал» является монополистом на прием и переработку жидких бытовых отходов. И единственный в столице пункт приема, принадлежащий компании, находится по улице 50 лет Советской армии в районе ГРЭСа. Сюда приезжают сливаться фекалки со всего города. Сливаются через лоток, стойки проходят через обработку через решетки, песколовки и отправляется накопитель.
В ночное время, когда пиковые нагрузки из города, поступление воды небольшие, мы перекачиваем эту воду, фекальную воду, на обработку, на биологическую очистку. Станция рассчитана на 10 тысяч кубов в сутки. Компания «Водоканал» озабочена тем, что объем слива фекальных машин очень маленький. Частникам невыгодно ездить сюда и оплачивать за каждый слив. Именно поэтому участились случаи несанкционированных сливов в неположенных местах. Стоимость рейса машины 2000 для предприятий и частного сектора. А сливная станция 780 рублей. Сливная станция, которая забирает практически 80% от этих 2000. Одно из решений – это открытие альтернативных сливных станций. Водители не устраивает удаленной станции на 50 лет Победы. Каждый день им приходится тратить как минимум 2 часа, чтобы доехать до ГРЭСа. Тяжело сейчас, вот в данное время гололед, скользко, машин стало очень много, время тратим много. Между тем, проблема пока решена только отменой тарифов за прием сточных вод на сливной станции. Госкомцентр по согласованию с водоканалом с 1 июля 2019 года принял решение об отмене тарифов на прием сточных вод сливной станции. Таким образом, это приведет к снижению затрат предпринимателей, занимающихся вывозом сточных вод с частного сектора. Между тем, отмена тарифов не гарантирует, что все водители поедут сливаться на станцию. Здесь нужна консолидированная работа всех участников процесса. И без строительства дополнительной станции ее не решить. Ведь в первую очередь от запаха и нечистот страдает местное население. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем.